начала, как бы идут документы, в марте месяце где-то будет, уже когда проект будет подписан и начнут работы делать. Естественно, конечно, вот эта биография, я очень прям тоже со слезами на глазах читал вечером, вчера, сегодня. И я бы хотел обратить внимание, вот эти слова немножко, мы когда будем составлять устав нашего микрорайона Исмаилбей, который состоится 14 мая, произойдет как бы, я думаю, это будет обозначено в нашей как бы истории Исмаилбея, что будет как бы уже создан этот, официально будет создан этот орган. Но этот орган создан для нашего как бы продвижения всех наших идей. Эти идеи, как бы, вот, допустим, вот табличку надо сделать на каждой улице. Люди дадут. Я не говорю, что не один, два, это исключение всегда бывает, но люди дадут. Пройти конкретно. Ну, кто-то должен заняться, ну, говорим правильно, да, кто-то конкретно должен подойти, составить смету, указать, кто это будет делать. Это технические вопросы, конечно, но ТОС решает. Я так думаю, что это все возложения будет на территориальное самоуправление ТОСа. И вот я бы хотел включить в наш устав, при создании этого ТОСа будет у нас устав создан, мы принятый. И я бы хотел вот прочитать вот сдержку вот этого именно Номана Челебиджана. Он, будучи поэтом, национальным героем, ну, мастер своего слова был, и он как бы выразил свое, как бы в газете «Миллет», тогда была газета «Миллет» на татарском языке и «Голос татар» на русском языке. Именно он делал так, чтобы было понятно и двуязычное. Крымско-татарский язык был доступен тем всем людям тоже, которые жили на этом полуострове. Я прочту вот это. Крымско-татарское национальное правительство признано обеспечить счастье и нормальную жизнедеятельность не только коренного народа, но и защищать всех земляков, жителей полуострова, защищать их жизнь и честь. Считает это он своей священной обязанностью. Номан Челебиджан выступал за равноправие всех народов, живущих в Крыму. В своей программной речи в преддверии открытия Курултая он говорил: на Крымском полуострове растут разноцветные розы, лилии, тюльпаны, и у каждого из этих изящных цветов есть своя особенная красота, свой собственный нежный аромат. Эти розы, эти цветы, живущие в Крыму, это народы, татары, русские, армяне, евреи, немцы и очень много других. Цель Курултая была собрать их вместе, составить из них красивый, изящный букет, основать на прекрасном полуострове. Я думаю, вот эти слова очень как бы они выделяются, и нам по пути, как бы, чтобы не обижали, что там эти, некоторые слова, некоторые предводители говорят, вот эти, это слово, что такое эти? Мы призваны защищать всех народов на нашем полуострове. Вот я бы хотел бы, вот эти слова будут у нас...